из Северной Осетии, которых насчитывается около 18 тысяч, проживающих на территории Ингушетии, еще очень великое число беженцев из Чечни, которые ютятся в республике уже 4-й год, и их проблемы тоже нужно решать. Палаточный городок Колос. Здесь проживает около 500 человек, это 40 или 50 семей. Все эти люди знают не понаслышке о главе республики. Как заявляют сами беженцы, президент Мурат Зязиков приезжает к ним в гости 1 или 2 раза в месяц. Причем он не просто приезжает, он оказывает им реальную помощь. Сами беженцы называют Зязикова самым гуманным президентом. Причем они утверждают, что несмотря на то, что они являются жителями Чечни, он, Мурат Зязиков, их президент. От Мурата Магомедовича Зязикова нам не единожды, даже сказать, поступали деньги именно инвалидам, многодетным матерям. Он оказал большую помощь, огромнейшую помощь. И из-за денег, которые он дал, мы смогли вылечить детей, инвалидов, смогли купить по быту те вещи, которых мы лишились во время наводнения в прошлом году, в июле месяце. Вот лично вам чем он помог? Лично мне он выдал деньги в сумме 20 тысяч, на которые я приобрела все мне нужные вещи, одежду для детей, лекарства. У меня ребенок болел тогда были бронхитом. проблемы, да? Проблемы и очень большие, да. Лично мне он очень помог. И также выдал в 2002 году, как раз накануне праздника Нового года, деньги в сумме 4 тысячи на детей из бюджета Ингушетии. Он бы мог даже и не помочь, отвернуться, уехать, как это делают многие организации. Но Зязиков, он не такой человек. У него проблемы каждого человека как будто свои. Он помогает всем. Мне помнится фраза, которую несколько лет назад я слышала в передаче «До 16 и старше». Девочка лет 11 тогда сказала: «Хороший президент тот, кто хорошо накормит». Я думаю, эти слова также подходят и Мурату Магомедовичу Зязикову. Он хороший президент. Такого президента, наверное, во всем мире нету. Президент – это золотой человек. И спасибо ему за все это. Конечно, президент бывает не только в городке беженцев Колос. Он регулярно посещает палаточные лагеря, помогая людям. Я ухаживаю за больной свекровью. Она инвалид 1 группы. Я попросила у Зязикова помощь, чтобы он оказал мне. И он оказал в сумме 10 тысяч рублей. Я ему за это благодарна, за то, что он оказал. Никакая Вы как, вы передали письмо? Да, заявление мы написали. И он сразу отреагировал? Да, сразу через 3 дня к нам пришли, чтобы мы съездили в банк. Никакая организация за 7 лет, в которой наша свекровь больная, никто нам не оказал помощь. Никакое ни правительство, никто, кроме Зязикова. Также я сама написала от своего имени заявление себе, чтобы помочь. Я перенесла 2 тяжелые операции, и он мне помог. Мурат Зязиков часто встречается с различными представителями международных миссий, где обсуждается главный вопрос – это обустройство возвращения беженцев, а также оказание помощи им на местах. Глава Ингушетии дважды вылетал в Страсбург, где участвовал в заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы и выступал с подробным докладом о ситуации, связанной с беженцами из Чечни и Северной Осетии. Меня немножко поразило то, что вот вопрос даже чеченский, вопрос по ситуации на Северном Кавказе, его даже переложили на позже срок. Оказалось, что более важным вопросом является положение отношения к животным. Вот даже такой вопрос был. При перевозке животных нарушение прав. Поэтому нам надо прежде всего, конечно, у себя в стране, в собственном народе, в собственном государстве, чтобы из нас никто не учил, как действовать, как жить. Да, для нас очень близки идеи, ценности европейские. Да, мы против войны, мы против того, но никто за нас ничего не сделает. Я доложил, выступая здесь на сессии, о положении беженцев из Северной Осетии, Ингушетии.
о положении беженцев из Чеченской Республики, конечно, нужна адресная, конкретная помощь. Конкретная помощь, не слова, а конкретная помощь. Мы встречались накануне с деловыми кругами в Германии. Такую помощь мы готовим, такая помощь она будет. Там же в ПАСЕ Мурат Зязиков отверг все сообщения о том, что беженцев якобы выдавливают из Ингушетии обратно в Чечню. И в этом смогли убедиться не только многочисленные делегации правозащитников и гуманитарных организаций, но и приехавший в Ингушетию в этом году комиссар Совета Европы по правам человека Альваро Хильроблес и делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы во главе с лордом Джадом. Я не хочу преувеличить. Je ne veux pas dire trop, mais А конкретно хочу сказать вам, что тут есть. Мы, беженцы из Чечни, очень благодарны Мурату Зязикову, правительству Республики Ингушетия, за то, что эти люди очень помогают нам. В конце концов, мы в Ингушетии в палатке не закрываем дверь, как в Чечне. Finalement, ici, en Ingouchie, on ne ferme jamais la porte à clé comme on le fait en Tchétchénie. Часто приезжает Мурат Магомедович Зязиков. Murat Magomedovich vient souvent. Вы не думайте, что я это для красивых слов говорю. Спрашивает нас, Il nous demande что вам нуждается, что у вас нет, что у вас есть. Qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce que vous avez. Несколько раз администрация даже нашего лагеря. Plusieurs fois, il a même changé l'administration de notre camp. От себя, от своей семьи, но я могу сказать и от чеченцев, беженцев, большое спасибо Мурату Зязикову. Вот такой был президент нам в Чечне. С таким серьезным грузом очень нелегко поднимать экономику республики, тем более, когда не на что опереться, ведь в Ингушетии нет ни одного рентабельного предприятия, и все же первые шаги уже сделаны. Разработана и запущена программа социально-экономического развития Ингушетии на период до 2006 года, которая предусматривает строительство и пуск в эксплуатацию ряда бюджетообразующих предприятий, развития инфраструктуры республики. В скором времени планируется подписание соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Республикой Ингушетия и Республикой Беларусь. И уже на днях указом президента Республики Ингушетия Мурата Зязикова открыто представительство Республики Ингушетия Российской Федерации в Республике Беларусь. Также рассматривается проект реконструкции аэропорта Магаз для придания ему статуса международный. Предпринимаются комплексные меры по подъему сельского хозяйства, планируется строительство нефтеперерабатывающего завода и многое другое. А между тем, несмотря на множество проблем, чувствуется забота сегодня и о простом жителе республики. Так, впервые за долгие годы в городе Малгобек нефтяники республики смогли получить новые квартиры. Мы находимся в приемной президента Республики Ингушетия Мурата Магомедовича Зязикова. Здесь можно встретить важного чиновника, а также простого человека, который пришел поделиться с главой Ингушетии со своими проблемами. У меня справка, предоставленная контрольно-информационным управлением. На имя президента в этом году поступило свыше 5500 писем, и 1000 из них разрешены положительно. То есть все эти семьи получили материальную помощь. За моей спиной рабочий кабинет президента. Он приезжает рано утром, уезжает поздней ночью. Его рабочий день длится 16-18 часов, иногда 24 часа в сутки. Ведь главная цель, как подчеркивает сам Мурат Магомедович, это стабильная и процветающая Ингушетия.